Знаешь, с годами еще больней. В моей памяти очень четко остались вот эти события именно 9 мая каждый год. Моя мама накрывала в большой комнате большущий стол, и сюда приходили папины друзья из Афона. Я помню Николай Константинович Парганджи, Николай Алексеевич Гантовой, Харазия Семен, Смыр Саид. Они все были ветеранами войны. Это был их день. Мы не имели права даже заходить в эту большую комнату, потому что это был их день. К сожалению, время неумолимо. Все смертные, и постепенно один за другим они ушли в другой мир. Но традиция осталась. Две мои невестки уже, они этой традиции следуют. Они также накрывают 9 мая большой стол. Но уже мы все садимся за этот стол. Хочется всегда похвастаться, что вот эта традиция у нас не погибла, не осталась где-то на полпути, она продолжается. Память, она остается, конечно, да. Мы их не знали, о ком я буду сейчас рассказывать. Мы их не знали, потому что мы их не видели. Но мы знали, что из рассказов бабушки и дедушка, очень редко, правда, говорил, бабушка больше рассказывала, какие они были по характеру, вот ее сыновья, не вернувшиеся, какие они были красивые, так она говорила, какие они были образованные. Мой прадед, Рабаджи Усихцин, так его звали, дед рассказывал, что в свое время он женился на замечательной женщине, которую он очень любил, почему-то дед это всегда подчеркивал. Но проходили годы, а детей не было, и вот уже ее родственники стали поговаривать, они вернут ли назад их бесплодную сестру, дочь, потому что Рабаджа был единственный сын, ему нужны были наследники, но они не хотели расставаться. Ни она не хотела уходить, ни он не хотел, чтобы она ушла. Тогда она сама предложила: давай приведем еще одну женщину. Ну, а что не согласиться? Рабаджи согласился. Она сама нашла кандидатуру, уговорила, наверное, я так думаю. И в доме оказалась еще одна женщина, еще вторая жена. Начали рождаться дети от второй жены. Девочка, четверо. 4 девочки. И вдруг первая родила мальчика, еще одного и еще одного. В итоге в доме росли уже 3 мальчика и 4 девочки. Всех они воспитывали женщины вместе. Их муж даже попросил у знакомого гончара, чтобы он сделал кувшин с 2 ручками, потому что они любили ходить за водой вместе. Но чтобы они шли вместе и вместе держали эти вот ушки. Первым умер все-таки их муж. Довели, что ли, не знаю. И врозь все они делали вместе, так говорит мой дед. Единственное, что они делали врозь, на могилу ходили порознь. Ну, не знаю, может, какие-то секреты говорили, так сказал мой дед. В Афоне открылась церковно-приходская, 3-классная церковно-приходская школа. Мой прадед еще жив. Так как ему очень хотелось, чтобы его дети были грамотные, о девочках речи не идет, о мальчиках. А так как эта школа была предназначена только для крещенных, а мои предки все мусульмане, а что делать? И он решился на такой вот смелый шаг. Он крестил 2 старших сыновей и отдал в Афонскую школу. Уж очень хотелось ему, чтобы дети были грамотные. Проходит время, разразилась такая болезнь, испанка. Она просто косила всех хуже, чем война. И вот эти 2 брата тоже были повержены этой болезнью, они погибают. Теперь 3-й сын остается у него. Он решил и 3-го крестить и отдать. Тут голос подняли тетушки, матушки и все прочие. Вот ты такой-сякой, пошел против Аллаха, ты хочешь, чтобы это тоже умер. Ну, в общем, мой дед остался неграмотным, умел только расписываться. Но проходит время, и дед мой тоже женился, когда пришло его время жениться. Бабушку я очень хорошо помню. Ну, как говорили соседи, это была синеглазая красавица из рода Трапш. Но она вместе с дедом родили и воспитали 10 детей. 7 сыновей и 3 дочерей. Жили они в селе Анхуа, это наше село. Школа в Афоне уже давно работает. И дед, конечно, решил всех по очереди посылать на учебу в Афонскую школу, но пока они были маленькие, страшновато было, и он решил сделать следующее. Большую комнату в своем доме
отдать на класс. И вот здесь вот его дети один за другим, а учителя приходили сюда, он расплачивался золотом. Достаточно, говорят, у него было. Даже я увидела несколько штук с головой Николая II. Сейчас помню. Самый старший, Миша, после школы поступил в Ленинградскую высшую политическую школу, тогда такая была. Вот. А так как дед начал строить новый дом, он не хотел обременять деньгами, а его же содержать надо было, он решил найти работу и нашел. У нас в домашнем архиве есть такая справка, выдана Михаилу Ибрагимовичу Лазову в том, что он заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части. Брат его идет за ним. Шура был такой замечательный, так как говорили моя бабушка с дедом. Он учился на 3-м курсе в Москве. Значит, он ему помогал и себе содержать вот материально. Вот у нас сохранились в нашем доме, вот в отцовском доме, и мои невестки молодцы, они это все сберегли, письма, которые они друг другу писали. Знаете, как интересно? Удивительно просто. В Тычку был Союз Трансхайкон, вот такая организация была, вот он там работал. А у Наиба бабушка говорила, она говорила, под его руками дерево поет. Настолько он был хороший мастер, он строил дома. Еще он делал мебель. Вот в селе Анхуа у нас, кстати, сохранился этот дом дедовский. Там до сих пор сохранились вот его рук дело. Жесткие эти кресла, шкаф какой-то вот до сих пор сохранились из хорошего материала. А вообще, когда ходишь по дому, он так скрипит, из каштана сделан дом. Наверное, может, поэтому, мне кажется, одна из причин, что вот через пару лет ему будет уже 100 лет этому дому. Папа мой, он говорил, что он закончил 7 классов, его направили в родное село, в школу ликбеза. Тогда были такие ликвидации безграмотности. Учили вот стариков и всех, кто хотел, хотя бы азы какие-то вот. Дед мой там тоже научился расписываться вот своей фамилией. Потом идет Дикран, мы его, единственный, кого мы видели, Кан Хаяхян. Он был опорой отца, он был хозяином в доме, на него отец очень надеялся, дедушка мой. И Константин, самый младший, когда ему было лет 16, наверное, он был совсем еще мальчишкой, его забрали в госансамбль, уж очень, бабушка говорила, что он был очень быстрый, шустрый, смышленый, и из любого положения он мог выйти. Он всегда находил выход, бабушка говорила. Быстрый такой, шустрый. И он там солировал, танцевал. Когда началась война, ему было чуть больше 18 лет, и у него была бронь. Артистам тогда давали бронь, они могли не пойти на боевые действия, а со своим коллективом вот ходить по фронту и давать концерты. Девочки, одна, самая старшая была с мамой, хозяйка в доме должна была быть. А 2 девочки учились в музыкальном сухом училище по классу фортепиано и скрипки. Всего 10, 7 мальчиков и 3 девочек. Шура умер до войны, он заболел, несмотря на то, что он был будущий медик. Тогда не могли лечить эту болезнь. Я думаю, лет 27 ему было, да. Ну, красавица, фотография просто изумительная. Он на 3-м курсе учился, был студентом Московского медицинского. Казалось, вот горю нет конца. Но самое страшное было, оказывается, впереди. Началась война. Наше село, оно, знаете, такое красивое, такое уютное, предназначено Богом для размеренной, счастливой жизни, но война, она захватила всю Абхазию. И вот они один за одним начали уходить. А младший сын, вот Константин, который танцевал, который в ансамбле, он единственный был женат, хотя он самый младший. Только-только женился, и малыш родился у него уже масенький совсем был, моя мама говорила. Я так думаю, ну вот они уходят, один за другим со двора уходят его братья. Но я не знаю, мне так кажется. Он добровольно ушел. Он мог бы не пойти на войну. Тут маленький ребеночек, он только женился. Его уговаривала мать. Она говорит, сказала, ну подожди хоть годик, подожди. Миша, самый старший, ушел на войну. Наиб, Дычка, Шамиль, это мой папа, и Константин. Приходили только пропал без вести. Все, на всех 4. Все 4 не вернулись. Папа пришел в 45-м году где-то к осени. После войны, после всего. Он служил в
пограничных войсках. Он ни одного ранения не имеет, ни контузии. Он говорит, что вся судьба моих братьев осталась, положительная судьба осталась мне, он так говорил. Вот. После 70-х годов даже немцы открыли секретные вот документы, что были архивные, за грифом секретности, и пустили в интернет. И мы начали искать. Искали долго. И вдруг принесли мне вот этот вот листочек. Я ведь не читала еще. Я смотрю только на фотографии. Сказала, это мой. Я же его видела дома. Представляете? Я же его дома видела. Фотографии. Здесь он, правда, лысый, а в домашних он с волосами. Это самый старший. А оказывается, вот был ужас. Я вот историк, я же много читала. Вот в Керчи, 42-й год, там горела земля и небо, вообще все смешалось. Там был ужас. По неточным данным, почти 1,5 миллиона советских солдат попали в плен. В Керчи именно. Он был среди них. Такой вот со знаком немецким, видите, да, вот такой вот прислали вот. Я начала читать. Тут у них странно, не знаю, у них, наверное, так принято, только мать, как ее звали, отца не написано. Но это он. И вот с номером, с лагерным номером здесь. Я сейчас посчитаю. Он попал в один лагерь, 1, 2, 3, 4, 5 лагерей. С одного лагеря в другой. Это, представляете, это он прошел все ады всех этих лагерей. А что такое лагерь, вы, конечно, знаете, концлагерь. Да еще в Германии, его в Германию вывезли. И в последнем концлагере он умирает. Мы уже о нем, знаем, что он похоронен в братской могиле, где, как, они не написали. Я работаю в Музее боевой славы. В кабинете еще 2 моих друзей. А так как я часто о них говорю, они, наверное, из уважения ко мне, и вот тоже начали искать моих. И вдруг одна говорит, слушай, иди-ка сюда, иди-ка сюда. И она мне дает вот эту вот бумагу. А здесь нету фотографий, но здесь написано Лазба Константин Ибрагимович и так далее, и описание подвига. Вот его портрет, он здесь совсем молод, ему 20 с чем-то, по-моему, здесь. А ведь нам писали, что в 43-м году он, скорее всего, погиб. А это 44-й год, значит, он не погиб в 43-м году. Значит, где он был, я не знаю, что с ним было. Может в госпитале был, может, не знаю, каким образом. Но он всплывает вот в 44-м году. А 44-й год еще чуть-чуть, и уже освобождение Европы, понимаете? А он в Белорусский фронт. Вот здесь написано дата подвига, это вот 44-й год, 10.06, 10 июня. И написано, командир боевой единицы Лазба Константин Ибрагимович получил задание провести разведку боем в одном районе Витебской области. Товарищ Лазба, презирая опасность, бросился на врага и из личного оружия истребил 6 гитлеровцев, тем самым дал возможность быстро, без потерь, занять первую линию обороны врага. У товарища Лазба закончились патроны, но он не растерялся, схватил брошенный врагом пистолет и стал отражать атаку противника. Когда и он стал бесполезным, наверное, пистолет, да, и Лазба бросил последнюю гранату, чем спас себя и своих товарищей. В этом бою он истребил более 10 врагов. За этот подвиг удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени. Да, вообще хорошая награда, хорошая. Я сразу вспомнил бабушкины слова. Помните, я говорила, что он всегда найдет выходы из положения. Вот он такой шустрый, быстрый. Вот это его подвиг. Он не погиб, значит, понимаете? Мы стали искать дальше. До сих пор ничего. Успел ли получить эту награду? Если нет, то что с ним случилось? Ничего. У меня есть двоюродный брат в Москве, он давно там живет. Я ему звоню по телефону и говорю, Рома, я тоже в солидном возрасте, очень тебя прошу, пока я жива, может, ты посодействуешь? И вот прислали мне вот эту архивную справку, очевидно, он ходил в разные места, но здесь все то, что я уже знаю. Единственное, чего я не знаю, награду он не получил. Значит, он погиб, прежде чем получить эту награду. А я еще говорю, они дадут его, у него правнуки растут. Они дадут ли нам? Сказали нет. Вроде бы отец говорил, что ему сослуживец какой-то рассказывал про Нейба. То, что он был командиром
кавалерийского эскадрона. В 1944 году они уходили в запас. Кони уже были не нужны. И он маршем уходил в назначенное место, и он и два его помощника, и целый отряд был сзади, они наткнулись на мину, и он погиб. Вроде бы он похоронен на Украине, но мы не получили, отец говорит, мы ничего не получили. Ничего, абсолютно, как будто его и не было. А бабушка прожила еще 20 лет. Я уверена 100%, что если бы она знала, что ее дети не придут, она бы не прожила столько. Она бы год не прожила бы. Но я вам сейчас скажу, вы поймете, все дело в том, что каждый день это был день ожидания. Ой, что она делала, я вам сейчас скажу. Вот мы, внуки, я одна девочка и 5 моих братьев, от другого дяди тоже. Мы, когда собирались в Ванухве, она нас кормила за низким столиком, вот Айша, да? А взрослые садились там. Почему-то она именно нас обслуживала. Я потом поняла, почему. Она вот клала всем нам порции, да, вот 6 нас человек, и 4 еще по числу тех, кто не вернулся. Перед тем, как нам сесть, у каждого был свой. У меня котик был. Котик Хайлхан Константин. Так, ласково так она так его назвала. А я должна была выйти и сказать: котик уэкрахфот. Я была маленькая. И вот, пока я была маленькая, для меня это была как игра. А когда я подросла, я поняла, какой ужас у нее внутри вот здесь. Вот. Какая боль, да, вот. Это невозможно передать. И она старшим не разрешала до позднего вечера, вот пока стемнеет, ворота, вот большие ворота, чтобы они закрывали, как будто вот они подойдут, ворота будут закрыты, они не зайдут. Я не знаю, о чем она думала. Может быть, она считала, что если мы, дети, скажем, может, они услышат. Я не знаю, о чем она думала. Кан был дома, Дикран, вот, его не призвали, он дома остался. И мой отец пришел живой, да. Ну вот они, когда вот вместе мы в Анухве собирались в этом доме, об этом редко говорили вообще, вот о братьях, не вернувшихся. Просто бабушка постоянно говорила. Она говорила, какие они были у нее, ну, такие вот воспитанные, как они ее любили, как, ну вот она все рассказывала, о характере каждого говорила. Она все время это вспоминала. Это страшная трагедия. Я просто сейчас вспоминаю, в 2008 году, когда были события кудорские, мой сын пришел, студентом был, говорит: мама, я записался в Сухумский батальон. У меня было такое чувство, что он уже взял автомат, и мне... Я просто вот не могу передать вам. Мне показалось, что он уже пошел на войну, представляете? А что чувствовала эта женщина, у которой они не вернулись вообще? Я уже в том возрасте, когда я больше чувствую боль этой женщины. А потом мы ее обожали просто. Она была мягкая, удивительно. С годами, мне кажется, она была еще мягче. Лет 5 тому назад мой старший сын вдруг засобирался. Ты куда? В Москву. Зачем? Ну, он мне объяснил, что он хочет пронести фотографии моих детей по Красной площади, вот Бессмертный полк вот в этом вот шествии. И он взял все 4 фотографии, папин еще, моего отца, его деда, значит, тоже 5-й фотографии, и он уехал в Москву. Знаешь, с годами еще больней.